7 августа 2021 года северо-восточная часть села Бяскёль, огонь из-за порывистого ветра вошел на территорию населенного пункта, начинают гореть постройки, работает 8 пожарных машин, водовозная техника и личный состав, мобилизованные граждане. Жителей населенного пункта прошу направиться в сторону школы для последующей эвакуации от населенного пункта. 7 августа жители села Бяскёль не забудут никогда. Стихия, уничтожающая все на своем пути, из лесополосы добралась до жилых домов. Спасались люди как могли, спешно забирая все самое ценное. На глазах сельчан огонь поглощал их дома, разрушая то, что было нажито годами. Спасатели и добровольцы всеми силами отстаивали населенный пункт, но коварное пламя выжгло все – жилье, надворные постройки, гаражи и стайки. Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать. Практически сразу началась поистине народная стройка. А после большого пожара в селе Бяскёль людей в беде никто не оставил. Глава республики поставил задачу сегодня организовать штаб, организовать полностью обеспечение людей, все, которые находятся эвакуированы. Ну и, соответственно, сделать все расчеты по восстановлению сгоревших домов. Сразу же на месте организовали оперативный штаб. Все крупные компании, соседние районы задействовали в масштабном восстановлении. Помогали и деньгами, и руками. Сначала пришлось устранять последствия огня. Тогда на подмогу пришли бойцы молодежки ОНФ. С 20 августа именно тогда установили первую сваю. Прошло чуть больше 6 недель, когда строители сдали первый дом. Семья Екатерины и Алексея Савиных стала первой, чье жилье ввели в эксплуатацию. 28 сентября новоселы получили ключи из рук главы республики Айсена Николаева. Тогда Элдархан дал старт заселению сельчан в новые здания. В целом, я считаю, что вот огромная поддержка и со стороны президента страны, и правительства Российской Федерации, правительства республики, поддержка всех жителей республики, она помогла нам вот сегодня задачу выполнить. Вот эти дома, которые построены по технологии МХМ, они, на мой взгляд, достойны того, чтобы широко строиться и на территории всей нашей республики. Сейчас же я думаю, что вот после того, как жители реально республики увидят качество, технологичность, энергоэффективность этих домов, конечно, такие дома можно больше строить. Прочные и быстро возводимые современные дома, на их строительстве сегодня постоянно задействовано порядка 250 человек. Строительство домов здесь не прекращается ни на минуту. Но кроме того, что нужно построить само жилье, необходимо благоустроить и обустроить территорию самого поселка. Здесь делают дорогу, а также прокладывают все необходимые коммуникации. К домам подводят свет и установлены уже новые опоры освещения. Очередные 5 домов стали полностью готовы к сдаче 2 октября. Перед тем, как сельчане распахнули двери своих жилищ, по традиции новопостроенные здания осветили для того, чтобы в домах всегда царили уют, гармония и счастье. А уже после обряда Алгыс передали семьям ключи и сертификаты. Я испытываю волнение, радость, счастье. Просто нет слов. Сон или наяву. Все по современному архитектуре. Есть все, да? Придумано, сделано. Благоустройство там есть, во-первых. Первым делом я для кухни мебель буду купить. Буду обрести. Спальню, кухню, все. Гостиную, прихожую. Бизнес активно участвует и помогает жителям пострадавшего Бяскёля. Так, венчурная компания «Якутия» передала главе Атамайского наслега сертификат на покупку бытовой техники для оснащения домов всем необходимым. Кроме того, и сами подрядчики не бросают сельчан. Все здания имеют 3-годичную гарантию. Дома полностью благоустроены под ключ, отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация есть.
Дома теплые, утепленные, 30 сантиметров снизу, 30 сантиметров утеплителя сверху, 10 снаружи. Поэтому, я думаю, зима покажет, и мы то решение, которое выбрали, оно подтвердится, потому что дома будут теплые и уютные. И у нас по всем домам есть гарантийный срок, да, подрядная организация подписывает договор подряда, подписались на то, что в течение 3 лет будет гарантия на дом. До середины октября, пока не наступили морозы, нужно возвести еще 28 домов. Контроль за качеством выполнения работ на всех этапах ведется постоянно, рассказывает первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников. И сами жители в нем принимают активное участие. Подрядчики, в свою очередь, всегда прислушиваются ко мнению будущих владельцев жилья. Многие процессы мы организовываем параллельно, потому что по-другому нельзя. В такие сжатые сроки мы должны завершить не только строительство 34 домов, должна приведена быть в порядок и улично-дорожная сеть, и сеть электроснабжения, газоснабжения, что и практически сделано сегодня. Дома заселяем поэтапно, по мере готовности жители наши работают с подрядчиками, принимают дом, высказывают какие-то пожелания, значит, по ходу какие-то замечания. И сейчас этот процесс так и будет продолжаться. Строительство идет по графику. Есть, конечно, какие-то там небольшие сложности и трудности, но это все рабочие моменты. Как и полагается, сейчас все жители ходят друг к другу в гости и с удовольствием делятся радостными впечатлениями. Сейчас мы пришли в гости к новоселу Саргалане Дмитриевне. Саргалана Дмитриевна, здравствуйте. Расскажите, какие у вас здесь новшества? Сначала такую тоже хотели мы. Проект там сделали. Раньше собрание у нас было, как построить. Это у нас это квартира была, двухквартирный. В министерство там ходили, разрешили вот это отдельно. Хотели, они вот так они сделали. Здесь большая комната, здесь маленькая комната, здесь моя дочка будет, это мои дочки. Афанасий здесь будет. Очень просторные комнаты, большие окна. Все переживали, что окна маленькие, а окна большие. Окна большие, светлые. А здесь кухня будет. Вот здесь кухня. Быстро сделали. Правильно все сделали. Вы проверяли сами? Проверяли каждый день. Ходила здесь. Все работали. Сантехники, электрики, газовики. Мои строители здесь были. Уборки сделали, и все это подметали там на улице. Здесь все собирали, почистили, покрасили еще. На новоселье Саргалане Яковлевой подарили и игровую площадку, на которой уже резвятся дети. Стоит отметить, что строители на объектах работают опытные. Например, большой животноводческий комплекс на 100 голов возводит компания, которая делала подобные здания в разных районах республики. И для них такой коровник уже 26-й по счету. Так что проблем с выполнением поставленной задачи нет. Сейчас идет монтаж отопления, идет сейчас. Вот доильные аппараты будут стоять здесь, вакуумные трубы сейчас протянут. Так-то в основном сейчас цементные работы закончились. Сейчас вот заканчиваем, как это, как сказать, конечные итоговые работы делаем. Собираемся до 15 закончить. Сейчас работает 15 человек, но электрики 2 человека. И сварщики, здесь у нас 4 человека сварщики и остальные слесаря. Поголовье скота и домашней живности тоже восстановят. Этим занимаются специалисты по линии Минсельхоза. Помогут и с заготовкой кормов. Подключат в Бяськёль и интернет. Высокоскоростную сеть заведут в каждый дом. Несмотря на достаточную удаленность от республиканского центра, здесь есть все условия для комфортного и современного проживания. А в будущем еще и школу планируют построить. Можно с уверенностью сказать, что в Бяськёле начинается новый этап жизни, совершенно новой, счастливой историей. Мадина Халикова, Артем Алексеев. Бяськёль, Горный район.